Алишер Усманов финансирует пропаганду русского языка в Узбекистане. В Рудаки швейный цех закрыли сразу после торжественного открытия. Президент Рахмон победил на выборах. Москва. В офисе Изата ОМОНа прошел обыск. Я сам закончил русскоязычную школу. Кремлевский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов выделил финансирование на пропаганду русского языка и культуры в Узбекистане. При содействии Министерства народного образования Узбекистана и Министерства просвещения России совместно с благотворительным фондом Усманова запустили проект «Класс» ЗУР, направленный на пропаганду русского языка в Узбекистане под предлогом повышения уровня его преподавания. Стороны подписали меморандум о реализации данного проекта. Соответствующий документ подписан 11 октября в Ташкенте в ходе визита российских делегатов. В качестве исполнителя выступает Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени Авлонии. Прибыла группа российских учителей русского языка и методистов. Для реализации данной программы 32 российских методиста приехали в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ. Российские специалисты дадут оценку качества обучения русскому языку в Узбекистане, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по его преподаванию. На 2021 год запланирован визит уже 100 российских специалистов. Количество направляемых специалистов будет каждый год увеличиваться на 100 человек. По итогам всех этапов программы ее смогут пройти около 30 тысяч узбекских учителей. Для меня неразрывно связаны друг с другом общие истории более 100 лет, общим культурным наследием. При этом в своем видеообращении Усманов заговорил о некой общей культуре России и Узбекистана, однако олигарх не уточнил, что именно он считает общим, ведь Россию никогда ничего не объединяло с мусульманскими народами Центральной Азии, за исключением, конечно, кровавой колонизации царской и советской России и исламского Туркестана. Усманов Алишер Бурханович, основатель компании USM Holding. Напомним, что российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов считается одним из приближенных Путина, вследствие чего является частым героем антикоррупционных расследований. Откроет много новых имен, которые войдут в историю двух государств. Новый швейный цех в районе Рудаки закрыли сразу после торжественного открытия с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Как пишет Радио Азади, 1 октября президент Рахмон в районе Рудаки открыл центр торговли и обслуживания Давлати Зафар, на втором этаже которого был оборудован швейный цех со 100 рабочими местами. Пресс-служба Рахмона, публикуя новость, в очередной раз продемонстрировала, что якобы власти занимаются созданием новых рабочих мест для населения. На фотографии запечатлены женщины в спецодежде за швейными машинами. Журналисты 2 октября побывали в ЦТО Давлати Зафар и на втором этаже обнаружили пустой зал. О прошедшей накануне торжественной церемонии открытия свидетельствовали лишь плакаты, лозунги и постеры. Трое из женщин-швей на условиях анонимности рассказали журналистам, что местные чиновники посадили их за швейные машины во время открытия президентом Центра торговли и обслуживания. За 4 дня до церемонии открытия швейного цеха мне позвонили из районного хукумата и попросили подготовиться к выставке народной одежды. В день открытия швейного цеха нас попросили посидеть за швейными машинами. Я сама швея и очень обрадовалась. Подумала, что отныне буду работать здесь. Но после отъезда президента работники хукумата приказали нам сделать уборку в помещении и разойтись по домам. До сих пор жду звонка и приглашения на работу, говорит одна из женщин. Некоторые жители Рудаки считают, что местные власти занимаются очковтирательством и вводят главу государства в заблуждение, рапортуя о создании новых рабочих мест. Однако местный житель Арауф Хамидов не исключает, что глава государства прекрасно знает о том, что творится на местах, но делает вид, что ничего страшного не происходит. Следует отметить, что подобная практика широко применяется туркменским режимом. Для показа якобы благополучия в стране возводятся различные предприятия, здания и даже целые города в пустыне, только лишь для того, чтобы Гурбангулы Бердымухамедов провел официальную церемонию открытия этих объектов, которая транслируется в прямом эфире по всей стране. В конечном итоге возведенные объекты просто пустуют.
bir yil oldin topshiriq bergandimki, qanday bo'lmasa ham bu yerda ko'chirishimiz kerak. Bolalarimiz, nevaralarimiz hech qanday bu yerda kun ko'rishga iloji yo'q desak. Напомним также, что в 2019 году узбекские СМИ облетела история андижанской швеи, которая накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Андижанскую область выступила по местному телевидению и радостно сообщила о получении жилья от государства, а позже сообщила журналистам, что после отъезда главы государства ее попросили освободить жилье. Hozirda bizga bu kottejlarni berishmadi, egasi borligini aytishyapti. В Таджикистане 11 октября состоялись очередные президентские выборы, шестые по счету с момента основания государства. Центральная комиссия по выборам и референдумам приняла постановление считать Эмомали Рахмона по предварительным результатам выборов. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Эмомали Рахмон. Тем самым якобы за действующего президента проголосовали более 90% избирателей, а это около 4 миллионов населения. При этом немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle пишет: несмотря на формальное участие в выборах еще 4 кандидатов, никто не сомневался в очередной, уже 5-й по счету, победе Рахмона. Отнюдь не Александр Лукашенко, а именно таджикский лидер находится у руля дольше всех постсоветских руководителей, отметили в Deutsche Welle. Авторы статьи в Аль-Джазира подчеркнули, что с учетом нового срока Эмомали Рахмон теперь опередит по длительности срока правления страной даже Нурсултана Назарбаева. Еще одно издание отмечает, что победа Рахмона на очередных выборах была ожидаемая. То, что на выборах 11 октября в 5-й раз подряд победил Эмомали Рахмон, не стало неожиданностью, пишет «Коммерсант». Правозащитник Стив Свердлов заявил журналу The Diplomat, что выборы являются простой формальностью. С учетом того, что выборы в Таджикистане являются просто формальной процедурой для того, чтобы узаконить нахождение у власти еще на 7 лет действующего президента, многие в Западной Европе не обращают внимания на эти выборы, сказал он. В московском центре таджиков на Волгоградском проспекте прошли обыски. Об этом в своем фейсбук-аккаунте сообщил глава центра, правозащитник Иззат Амон. Ищут религиозную литературу. Могли бы найти подходящее обвинение, написал Иззат Амон в Фейсбуке. В распоряжении о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений за подписью генерал-майора Кузьмина в Рио замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД РФ по городу Москве, копию которого опубликовал Иззат Амон, говорится, что полицией было установлено, что по адресу, где расположен центр таджиков, Холов ИА, возможно, осуществляет пропаганду религиозного экстремизма. Указанный офис регулярно посещает неустановленные лица, которые, возможно, исповедуют радикальные формы ислама, изучают экстремистскую литературу, внесенную в список материалов, признанным экстремистским на территории РФ, и совершают противоправные действия на территории города Москвы. Полицейские пришли, когда меня не было в офисе, примерно 1,5 часа ждали. Когда я пришел, увидел количество сотрудников полиции, ждущих меня в коридоре моего офиса, я был в шоке. Такое ощущение, что они пришли на задержание особо опасного преступника. Всем своим поведением эти господа дали мне понять: мы знаем, кто ты и чем ты занимаешься, но приказ есть приказ. О том, что приказ об осмотре моего офиса был заказан третьей стороной, я понял с первой минуты встречи с полицейскими. Уверен, если бы у правоохранительных органов были бы малейшие сомнения в моей правозащитной деятельности, то последствия этого обыска-осмотра были бы плачевными, сообщил Иззат Амон в своем Facebook-аккаунте. Еще раз убеждаюсь в том, что правозащитная деятельность в России небезопасна. Интеграция мигрантов в российское общество никому не нужна, ни властям Республики Таджикистан, ни Российской Федерации. Придется закрыть офис и опять мигрировать, завершил свой рассказ правозащитник. Как правозащитник, и что вы думаете, меня привлекли, то есть в отношении меня возбуждено уголовное дело по 307 статье, это экстремизм, понимаете? То есть о чем мы говорим? Напомним, что ранее правоохранительные органы Таджикистана пытались возбудить уголовное дело в отношении Иззата Амона по знаменитой 307 статье «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Поводом для возбуждения уголовного дела стало опубликованное Иззатом Амоном в Ютубе видеообращение под названием «Почему правительство запрещает хиджаб?».
На этом 30-минутном видео правозащитник критиковал создание в Таджикистане специальной рабочей группы по разработке специального закона, который должен запретить женщинам и девушкам посещать государственные и частные учреждения в хиджабах, также специальные рейды против женщин в хиджабах, которые проводятся по всей стране. یعنی در کوچه ها زنها را منع میکردن و میگفتن که ببینید همین رومالی که شما در سر دارید این فرهنگی تاجیکی نیست.